Интеллектуальная игра под названием «Эко-умники» в формате брейн-ринга – это отличный способ выявить у учащихся знания об окружающей их природе. Ребята, разбившись на две команды, стараются как можно быстрее отвечать на вопросы ведущего, но именно в таких соревновательных битвах в игровой форме школьники узнают что-то новое для себя. Сколько лет выброшенную в лесу бумагу сидят микробы? Экологическая проблема – одна из наиболее важных задач для человечества, от решения которой зависит будущее всей планеты. И даже такие небольшие экологические акции мало-помалу способны переломить сложившуюся ситуацию. К слову, молодежь нашей республики в последнее время активно включается в процесс сохранения окружающей среды. Я очень многого узнала для себя. На самом деле, это так интересно и увлекательно. Все вот это мероприятие. Я внимательно слушала, о чем они говорят. Это было очень интересно. Если каждый будет следить за тем, что вокруг его окружает, и весь этот мусор, если они будут за собой убирать, будет намного чище и приятно просто быть самому себе. Общешкольный открытый урок проводится уже в 4-й раз. Организаторы в лице Центра молодежных инициатив совместно с экологическим клубом «Эколав» уверены, что такие мероприятия будут способствовать улучшению экологической обстановки на территории республики. Образовательная часть, которая проходит в данный момент, у нас ведется экологический конкурс по сбору макулатуры среди 8 школ. То есть в ней участвует более 9 тысяч школьников, которые собирают макулатуру. Сам конкурс продлится с 2 декабря, он начался, и продлится до 15 января. По результатам этого конкурса победителей, как и в прошлом году, наградят подарками и отправят на различные экскурсии. В будущем организаторы намерены участвовать и в других конкурсах, чтобы установить в каждой школе республики пункты приема макулатуры, батареек, пластика и других отходов. Михаил Тангиев, Адам Далагов, Новости 24.